Выставку Александра Суворова мы в нашем музее открываем впервые, и для нас это вдвойне радостно. Мы знаем, как к творчеству Александра Брониславовича относятся жители города. Эта выставки его работ всегда пользуются большой популярностью. Мы надеемся, что и наша выставка будет пользоваться таковой же. Я знаю, что все и гости сегодняшние, и те гости, которые будут приходить к нам позже, чтобы посмотреть эту выставку, обязательно найдут здесь что-нибудь для себя. Потому что всякий раз работы, которые представляет Александр, дают возможность поразмышлять, пораздумывать над разными аспектами нашей жизни. Вот. И я тоже очень люблю работы Александра Суворова. Мне больше всего импонирует, пожалуй, не то, что автор относится к себе с долей самоиронии, что, на мой взгляд, очень важно для художника. Назва «Лестница в небо». Ну, концепция тут, скажем так, простая, бо этой, скажем, образ «Лестницы в небо», он довольно-таки расповсюдженный и в мифологии, и в мастацтве. Ну и вот у меня есть такой твор, тут он висит в экспозиции с такой самой назвой. Есть и сюжеты так само подобные. Ну и я вот этой назвой я бы обогульнил этой работы под одним таким, скажем так, концептуальным таким вот посылом. Хоч тут і есть і інше, зовсім з іншим символікою і сенсом, але мені подалося, що така назва, вона якби вельми підходить для творчого процесу, ну, як мастаку, наприклад. І для мене це вот алегоричний образ «Лестницы в небо», і він для мене асоціюється з чистой такой творчестью, вольной творчестью, яка не обмежовывая мастака некими рамками, а дозволяє йому, ну, якби лунати у просторі, коли це дозволяє речаїсність, ну, коли так коротко. Нічого образу я не веду, як він за його приходить, але ось механіки, там вот розібрати, поглядіти. І ось цей процес життя, ну, я відчуваю, коли гляджу на його працю. Тому віншую, Саша. Він може тримати, наприклад, велику кількість часу і можна вивертатися. І знову поглядати, звернутися до тієї роботи взроком. Тут же, наприклад, любую роботу не взяти, не треба спинятися, розважати, і глядати. Філософська така склада, треба думати більше. Коли, наприклад, краєвід, які інша робота не гэтага мастака сприймається так на почуттями, на вдоху, так, то тут треба дихати і глядіти, дихати і розважати. Вот есть и графичный цикл работ под назвой «Метаморфозы». Там просто чистая импровизация, ну, такие, как бы, разминка, творчая разминка, как только обудить фантазию. Вот. И этот цикл я так само вирішив включить у огульную концепцию, как трохи разбавить так вот все это серьезные, великие полотна. На самой справе видать, что это человек высокого интеллекта, подойдите какие темы, и философские, и история нашей краины, история сусветная, есть разважание над конкретными мифами, мифологиями и суадносинах з нашим часом. Это вельми цікаво. Видать, что праца такая, внутренняя праца іде, і завсёды Суворов кожен раз на кожній виставі новий. Ну, по-перше, твор апошнього циклу прийшлося завести назад у майстерню, бо вони не вписалися в эту экспозицию. Тут такая зала, она диктує такое некое обмежевание. И коли была іншая зала, там бы были трохи інші твори. Ось так от трималося. Я вельми устешений, что этой выставой, и первое, что я чул, атмосфера. Наверное, вы все чули, что вот атмосфера та, в которой хочется стоять, хочется быть. Але Комаров Базиль в силу своей мастацкой
адукацыя прапанавала нам памеркаваць, падумаць. Ну вот я глядзеў і думаю, вось жил, был, быт. Смотрите, який он самотный, глядзіць некуды, то никого у его нема. З'явілася у яго прыгажуння. Смотрите, как погляд его змяніўся. Зусім другой бычар. Ну, а прыгажуння ж трэба забяспечваць. І вось гэтае прыгажунню, каб забяспечыў, доўга працаваў, дабіўся поспехаў, палысеў і стаў зусім іншым. Ну, была, вот я заўважу, што ёсць такая вялікая зацікаўленасць, і у кожнага ёсць свае пытанні, і прыходзілася нешта тлумачыць, хоць я не любіцель тлумачыць мастацтва, ну, выяўленчае мастацтва. Кожны разумее па-свойму. Говорить, что коли тлумачить поэзию, немагчыма тлумачить, бо коли починаешь тлумачить, то яна зникає. З картинами, мабуть, так само. Коли починаешь тлумачить, може так. Але коли тлумачить сам мастак, то это уже іншая ситуація. Ці готові ти коли-небудь, скажем, не зараз, а іншим днем провести екскурсію по этих картинах, по залі, ну, про кожного нечто сказать, потлумачить. Ці готові ти? Я завжди готовий розважатися на свої картинці, інші, які мені подобаються, де я бачу, що в принципе писали, да? Вот. Но это не будет такая иллюстрация литературная, да, скажем, а это будет просто разложение, ну, по мотиву. Вот так.